Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово достигло 37 человек. Пропавших без вести 64, еще 80 человек пострадали. Об этом сообщили в МЧС России. На месте пожара работали 663 человека и 123 единицы техники. Глава МЧС Владимир Пучков поручил проводить только наружную проливку здания. Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре города начался во второй половине дня в воскресенье. По факту пожара в торговом центре возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее специалист одной из служб технического надзора региона сообщал, что в качестве возможных причин пожара рассматриваются неисправность проводки, поджог и неумышленное и неосторожное обращение с огнем. Он также отмечал, что очевидцы не слышали пожарной сигнализации. Когда, вся ситуация произошла, сигнализация пожарная в магазине «Торговая вишня» не работала. Люди уже, начиная с 4-го этажа, бежали. На тот момент уже свет в магазине был погашен. И получается, я и многие другие люди, которые пытались помочь гражданам, поднимались наверх и помогали людям спускаться. Житель Нерюнгри обратился в отдел полиции с заявлением о краже. Неизвестное лицо похитило его смартфон стоимостью 57 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен причастный к совершению кражи телефона. Подозреваемым оказался 35-летний безработный местный житель. Подозреваемый, находясь в помещении поликлиники, решил что-нибудь похитить. Любое ценное имущество. А в коридоре на лавочке кабинета он заметил куртку, оставленную без присмотра. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил из кармана куртки сотовый телефон. Однако сбыть похищенное ему не удалось, потому что он просто не смог разблокировать смартфон. По словам подозреваемого, он совершил кражу, потому что находился в трудном материальном положении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и направлено в суд. Уважаемые граждане, напоминаем о том, что сохранность вашего имущества зависит от вас. Чтобы уменьшить вероятность остаться без своего сотового телефона, находясь в общественных местах, необходимо помнить простые правила. Не оставляйте личные вещи на видном месте без присмотра, не держите телефон в наружных карманах одежды и не оставляйте его в верхней одежде в раздевалке. В Кобяйском районе освобожден от должности заместитель главы Наслега в связи с утратой доверия. Мужчина был принят на должность в Рейхстагский Наслег в нарушение требований федеральных законов о муниципальной службе в Российской Федерации и о противодействии коррупции. Прокуратура Кобяйского района Республики Саха-Якутия провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в муниципальной службе. В администрацию муниципального образования Арктавский Наслег на должность заместителя главы муниципального образования принят работник, являющийся соучредителем коммерческой организации, а также одновременно замещающий должности руководителей в 2 коммерческих организациях. Прокуратура внесла в связи с этим в адрес главы муниципалитета представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Заместитель главы муниципального образования освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. На федеральной автодороге Вилюй водитель Toyota Corona не справился с управлением и перевернул иномарку. На месте ДТП остановились другие участники движения и помогли поставить машину. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Передают слова очевидцев наши друзья из криминальной Якутии. На 9-м километре Вилюйского тракта инспекторами ДПС была остановлена автомашина Toyota Hiace, за рулем которой находился 22-летний житель. При проверке документов были замечены признаки подделки водительского удостоверения, а именно отсутствие водяных знаков и нестандартный шрифт. Оказалось, по базе данных сведения о данном документе отсутствуют. После установления личности нарушителя выяснилось, что ранее он был лишен прав за управление транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, выяснилось, что документы были изготовлены на имя другого человека, вследствие чего данный водитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Документы переданы на экспертизу. Госавтоинспекция призывает всех автолюбителей не ввязываться в подобные авантюры, так как за подделку и использование подложных документов, в том числе водительского удостоверения, предусмотрена уголовная ответственность.
Полицейскими Мегино-Кангаласского района установлен подозреваемый в краже жеребятины. Неизвестный похитил из дачи жителя поселка Нижний Бестях 20 килограмм мяса. Материальный ущерб составил 7 тысяч рублей. Был установлен ранее судимый за кражу 37-летний мужчина. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо пустующего дома и решил совершить хищение личного имущества. Взломав навесной замок веранды, он проник внутрь и похитил мясо. Со слов подозреваемого, он совершил кражу для личного использования. Похищенное было изъято, по факту проводится проверка. В производстве следственного отдела по городу Якутску находится уголовное дело по убийству 2 лиц на берегу озера Темие, расположенного в районе Сот-Авиатор по Вилюйскому тракту на 15-м километре от Якутска. Преступление совершено 25 августа прошлого года. Лицо, совершившее преступление, установлено. В настоящее время следователь разыскивает свидетелей преступления и просит откликнуться граждан, которые в период с 24 по 25 августа 2017 года отдыхали или, может быть, рыбачили в том же районе. На этом у меня все. Берегите себя.